Мусой мы познакомились в феврале 1986 году. Как раз в эти дни исполняется 28 лет, как меня назначили директором совхоза Алхан-Чуртовский. Тогда Алхан-Чуртовский совхоз был совхозом на базе 4 сел: Средний, Верхний и Нижний Ачулки, Новый Редант. Центральная усадьба тогда находилась в селе Новом Реданте этого хозяйства. И вот в феврале 1986 году впервые мы с Мусой познакомились. Тогда он работал в совхозе Алхан-Чуртовский бригадиром 4-й тракторной бригады. А вы? Я в тот момент был назначен директором совхоза. Хорошо. Далее, вообще в целом, каким он был человеком? Ну, он был человеком труда. Он вырос на земле с момента организования совхоза, откормочного совхоза Алхан-Чуртовский в 1957 году. Муса Юсупович работал в этом хозяйстве, начал механизатором. В то время он получил известность за большие успехи на откорме скота. Работал он бригадиром откормочной бригады, где на постоянном откорме находился 3000 голов скота крупнорогатого, и среднесуточный привес его бригада получала в сутки с одной на одну голову 1 килограмм 300 грамм. В то время он получал все виды наград, кроме Героя соцтруда. Муса Юсупович кавалер ордена Трудового Красного Знамени ЦК партии в то время. У него частым гостем в доме бывал директор Треста скотопрома Российской Федерации. Будучи в Грозном, обязательно он бывал у него в гостях. Вот, Муса был известен в Российской Федерации как животновод, который получает рекордные привесы на откорме крупнорогатого скота. А вообще в целом, какие взгляды на жизнь у него были еще на тот момент? Он был очень добрый человек, очень трудолюбивый, день и ночь работал, очень хорошо относился к своим рабочим, его любили его подчиненные, его уважали. И будучи бригадиром тракторно-полеводческой бригады, тогда уже в совхозе, когда он был совхоз по производству винограда, он получал высокий урожай винограда 120, 130 до 150 центнеров с гектара. Большие урожаи получал и озимых культур, кукурузы, яровых культур, подсолнечника. И за такие трудовые успехи он был выдвинут в 1989 году депутатом Верховного Совета СССР. Его кандидатура была одобрена Бюро горкома партии Новогородского района, Бюро обкома партии Чечено-Ингушской ССР тогда. И таким образом он был впервые выдвинут депутатом Верховного Совета СССР в 1989 году. И будучи депутатом Верховного Совета, он особое внимание уделял наказам избирателей своих. Работал все, что мог, делал в интересах, отстаивая интересы своего народа в целом. То есть тот период получается так, что как бы ваши дороги разошлись, он уехал в Москву, да, а вот вы здесь остались. Вы интересовались тем, что происходит, как бы? Я в курсе того, что происходило в Чечено-Ингушетии с 1973 года, когда в Грозном был митинг ингушского народа, посвященный по вопросу пригородного района. Я
я сам участник этого митинга. В то время я закончил среднюю школу, учился в Слепцовске на автошколе. И этот был момент, когда мы сдали правила дорожного движения и должны были сдать вождение. Вот в этот момент и в Грозном состоялся митинг 16, 17, 18 января. Мы оттуда, будучи там учащиеся автошколы, туда поехали. Вот благодаря этому митингу я втянулся в эту политику. С тех пор я в курсе всего того, что происходило в Чечено-Ингушетии. Именно по ингушскому вопросу. Муса Юсупович тогда активное участие принимал в принятии декларации в ноябре 1989 году о признании незаконными и преступными все те акты по выселению народов. Муса там принимал активное участие. Он принимал активное участие в принятии закона о реабилитации репрессионных народов в 1991 году. Он принимал активное участие и в образовании Республики Ингушетии. Я был депутатом Верховного Совета Чечено-Ингушской ССР последнего созыва. И вот часто Муса Юсупович приезжал в Москву, выступал там на заседании Верховного Совета Чечено-Ингушской ССР с участием Мусы Юсуповича в марте 1990 году Верховный Совет Чечено-Ингушской ССР принял постановление о включении вопроса об образовании Ингушской республики в повестку дня первого съезда депутатов Верховного Совета Российской Федерации. В этих вопросах он очень активно работал. А как часто вы виделись с Мусой после того, как он был в Москве, вот вы здесь где-то были? Ну, я после этого, после выборов депутатов Верховного Совета, когда избирались депутаты Российской Федерации, тогда работал председателем. Как раз в этот период меня избрали председателем Малгобекского горисполкома. Вот. Мы часто встречались и с Мусой, и с другими депутатами, нашими Верховного Совета СССР, СССР и Чечено-Ингушской ССР. И Муса Юсупович никогда в стороне не оставался по всем тем проблемным вопросам, процессам, которые происходили в его республике и за его пределами. И он выступал по вопросам, по ингушскому вопросу, и будучи депутатом Верховного Совета СССР, и на сессиях Верховного Совета и Российской Федерации, Чечено-Ингушской ССР, и на сессиях здесь местных органов власти, Малгобекского, Нажановском районе, на сессиях районных советов. Активное участие он принимал. На ваш взгляд, вот чего он добился? Он, можно сказать, весомую и решающую роль сыграл. Ведь была принята декларация 14 ноября 1989 году Верховным Советом СССР, который признавал незаконными и преступными все законодательные акты, связанные с выселением народов. И на основании этой декларации 7 марта 1991 году Верховный Совет СССР принял постановление, отменяющее все эти законодательные акты Верховного Совета СССР, ЦК партии, союзных республик и дальше. Все законодательные акты, которые были приняты по выселению народов, репрессии народов
и в политическом плане, и в моральном плане. И 7 марта Верховный Совет принял постановление, отменяющее все эти законодательные акты. Вот. Во всех этих вопросах Муса Юсупович принимал активное участие, значимую роль играл. Ну вот сейчас 20-летие как бы республики мы все будем встречать. Так получается, все-таки у истоков создания республики, да, стоял Муса Дарсигов? Да, один из тех, Муса Юсупович, да. Один из тех. В 91 году, в ноябре месяце, мы провели референдум. Когда, это момент, когда, в общем, Чечена и Ингушетия разделилась. Тогдашний президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин поставил вопрос на приеме у президента России, тогда был Муса Юсупович, вместе с депутатом Российской Федерации Богатыревым. Если ингуши хотят свою республику иметь в составе России, дайте волеизъявление народа через референдум. Я вас перебью, Баматкири. Он все-таки был с Богатыревым или с Барахоевым? Что? Вот на приеме вы говорите, он был. С Богатыревым. Это позже это было. В 91 году это было, когда к власти прошли, в Чечне прошел Дудаев, вот в этот момент, вот тогда у нас здесь шли такие процессы, быть с Дудаевым, или отдельно отделиться, иметь свою республику. Тогда мнения тоже разделились. И в этот момент на приеме у Ельцина был именно Дарсигов Муса и Богатырев Гамбулат. И там четкую задачу президент России поставил: если народ хочет иметь в составе Российской Федерации свою республику, в составе России остаться, пусть волеизъявление народа через референдум положите мне на стол. И тогда главную роль в этом вопросе проведения этого референдума сыграл Муса Юсупович. Я участвовал, один из участников этих процессов. Свидетель. Да. Есть что-то? Я знаю, кто там противниками были, кто за был, кто... о той стороне не будем говорить. В Баматкире есть что еще дополнить? Что можно сказать о Мусе? Он был достойный сын ингушского народа. Когда он работал, он день и ночь работал на производстве. Когда его выдвинули депутатом, он все свои знания, опыт вложил для оправдания доверия своих избирателей, своего народа. Сегодня в адрес Мусы я не слышу, чтобы один ингуш что-то плохое сказал. Муса Юсупович оставил о себе очень хорошую память. Кроме добрых слов, кроме хороших отзывов о нем, я не слышал, чтобы кто-то из числа ингушей сказал. Значит, Муса Юсупович Дарсигов в моей памяти со дня, сколько я помню себя, столько я Мусу Юсуповича помню. Муса Юсупович был труженик, односельчанин мой. И вот в детстве, когда еще я начал в школу ходить, я помню, как сестра, которая работала с ним в совхозе, брат старший мой, приходили домой, отзывались о нем, как о хорошем труженике, что те поля, тот участок, где находится Муса Юсупович, значит, он всегда бывает ухоженный, он любит землю, он трудяга. Вот такие вот отзывы о Мусе Юсуповиче я слышал в детстве. И жизнь продолжалась, и, конечно, когда я уже повзрослел, я сам стал убеждаться в том, что Муса Юсупович всегда добивался того, что он хотел. И он добивался это не ради личной выгоды, не ради угоды кому-то угодить, а у него принципы были такие: если он занимается кукурузой, у него кукуруза должна быть лучшая,
И он всегда показывал результат лучший в Советском Союзе, можно сказать. И в те времена, когда его награждали, отмечали, для него это не было с целью, чтобы получить там орден или что-то такое, но добиться лучшего результата и показать, что земля, на которой он трудится, наша родная ингушская, чечено-ингушская земля, она может дать столько, сколько она дает. И вот это было приятно слышать, приятно говорить о нем. Когда он перешел уже управляющим животноводческой фермой, то приходили мы, школьники были, бывало, что мы заходили туда, то мы видели, что его скот, он самый ухоженный, самый откормленный. И результаты его всегда, вот у меня сестра главный экономист была, она приходила домой и говорила, Мусейдар Мудуаху дац. Такой вот фермы, как у Мусы, чтобы порядок был, нет. И все даже вот скотники, работники, трактористы, кто с ним работал, да, Муса Юсупович всегда старался войти в ихнюю жизнь, помочь им. У него не было такой задачи, вот у меня дома дети маленькие, семья, мне надо дом построить, машину купить, как у других вот ингушей бывает. У него таких вот задач не было. У него была задача, если он работает, коллектив у него есть, в управляющем отделении он был, и вот животноводческая вот эта ферма, все его работники были его члены семьи. Он и зарплату мог им отдать, и материально помочь, и там кормами помочь, и другие. Если там руководство приходит, там говорит, почему ты это делаешь, за это я отвечаю. Я знаю, зачем я это делаю. И поэтому его любили. Я вот в памяти Муса Юсупович был любимцем, его всегда уважали. Он был строгий, где надо. Он был принципиальный. Но вот сейчас, уже по истечении стольких лет, вспоминаешь советские времена, но тогда понятие демократии, вот, демократические подходы, отношения, таких не было понятий. Была идея коммунистическая, мы жили по коммунистической идее, все воспитывалось, как говорила партия. Да, он был член партии, да, он ответственный человек был, но его действия, его отношение к людям, его отношение к своим обязанностям, к работе, да, вот они были настолько демократичны, настолько отличались от других людей, да, от других ингушей даже, можно сказать, что меня это удивляло всегда. И потом, впоследствии, когда я уже был взрослым, Мусу Юсуповича избрали народным избранником, он был депутатом Советского Союза от нашего Чечено-Ингушской республики. И он мне сказал: Ахмед, я бы хотел видеть тебя помощником своим. Я был оформлен помощником у него, и мы много работали вместе, много встречались, много ездили. И постоянно с ними я 9 месяцев находился в Москве, в гостинице «Москва» мы жили. 9 месяцев я был в своем номере, он был в своем номере. Но как только он с заседания приходил в номер, мы были вместе и общались, делились. И как бы он мне был родным каким-то человеком, я к нему как к родному отцу относился уже и понимал его с полувзгляда. Вот. Иногда даже я его заставал в своем номере, что он сидит, настолько переживает за судьбу ингушского народа, за пригородный район, что он со слезами на глазах вот, читал какие-то документы, какие-то материалы. Я даже для себя узнал, уже когда находился с ним рядом, что Муса Юсупович любит очень сильно читать. Он очень много читал. Почему я это подчеркиваю, говорю, потому что многие люди считали, что Муса Юсупович трудяга, человек от земли,
Он работает там на тракторе, тракторист, или там, если он на ферме, даже управляющим животноводческим отделением, да, ну, как мы говорим, за скотом смотрит, да, вот такое понятие было, что этот человек неграмотный, что этот человек в политике может не понимать. Когда его избрали депутатом, многие политические наши оппоненты его, которые политики были, они говорили, да что он может там сказать на съезде, что он может сказать там, что он может написать. Вы знаете, потом, когда я уже видел своими глазами, какие люди с ним общаются, как он с ними разговаривает, он абсолютно меня поражал. Будь он академик Лихачев, будь это Собчак, известный всему миру юрист, будь это писатель, допустим, поэт Кугульдинов, Акаев, ну, много таких имен, встречи с Алексием и с другими. Он был всегда самим собой. Вот он никогда ни для кого не играл. Он говорил искренне от души, и всегда человек, который с ним общался, подчеркивал и улавливал его любовь, его патриотизм к своему народу, к своей родине, как он за нее болеет, как он просит за нее. Не так, чтобы для галочки отметить, там, что Муса Юсупович депутат, он там вышел на трибуну и выступил, а что он искренне, от души, с болью в душе говорит об этом. И, естественно, соответственно относились к нему эти люди. То есть он умел предрасполагать? Он умел расположить к себе человека, и вот они его всегда... Например, Кугульдинов один раз сказал так, много было там ингушей, вот так посмотрел на нас, ингуши, говорит, вот этот человек, говорит, самородок, говорит, это не золото, говорит, россыпи, это самородок, говорит, в 1000 лет, говорит, 100 лет, говорит, один раз, говорит, такой самородок можно найти, берегите его. Вот так он оценил Мусу Юсуповича. А как сам Муса отреагировал, не помните? Муса Юсупович, даже вот говоря, когда Кугульдинов сказал вот такие слова, да, мне показалось, Муса Юсупович не слышит его вообще. Как будто это не в его адрес, это скромность его, да. Он никогда себя не считал личностью там высокой, что он большие заслуги делает, что он даже вот рассказываешь ему, Муса Юсупович, расскажи там, какую кукурузу ты вырастил. Я же помню в детстве, что эта кукуруза, даже, по-моему, ее в Москву отправляли. Вот такие вот урожайность такая была высокая, хорошая кукуруза. Ну, тогда, по-моему, партия ставила задачу хорошую кукурузу там выращивать. Вот такие вот воспоминания у меня. Или там в животноводческом вот отделении, когда он работал, результаты, привесы были сильные. Я помню, в газете «Правда» о нем писали тогда. Но у него не было. Зачем тебе это надо? Не надо об этом говорить. Люди же знают, говорят. Мы же не для того, чтобы говорить это сделали. Мы сделали то, что надо сделать, показать. Вот результат был показан. Вот он таким был и здесь депутатом. Вот. Пример приведу такой. Когда депутатам начали раздавать квартиры, ему выделили 3-комнатную квартиру тогда. Первая вот квартира была, первой Мусе предложили квартиру. В Москве, да? В Москве. Он мне приходит, говорит, Ахмед, я, говорит, от квартиры хочу отказаться. Я говорю, Муса Юсупович, как можно от квартиры в Москве отказаться? Мы живем здесь, вот ютимся в гостинице Москва, но не лучше ли нам будет с тобой жить в квартире, если там 3 комнаты, мне 1 комната будет, мне легче будет, давай перейдем в квартиру. Он говорит, ты знаешь, Ахмед, говорит, я боюсь одного. Меня народ сюда послал, говорит, работать, говорить правду. И не, доводить до руководства страны то, что народу нужно. А я, говорит, возьму 3-комнатную квартиру, туда перейду, и сразу, говорит, кто-нибудь скажет, говорит, что Муса Юсупович стал депутатом для того, чтобы свои личные интересы реализовать. А он, значит, говорит, нет, я откажусь. И отказался от этой квартиры. Я был очень удивлен.
Но когда я потом подумал, да, это мог сделать только он. Те другие депутаты, ингуши, чеченцы, другие представители кавказских народов, они получили и по сей день в этих квартирах живут. А Муса Юсупович сумел это вот так сделать. И никогда у него не было задачи там вытащить семью свою, устроить их в институт, там, ну, сделать какой-то протеже, помочь им. Он говорил, возможность была неограниченная. Я рядом с ним находился. Вы понимаете, вот было так, что я не мог, смотря на него, видя, как он себя ведет, как он относится к своим семейным проблемам, задачам, да, я как помощник не мог его попросить: Муса, помоги мне вот это сделать. Я стеснялся этого сделать, хотя у меня было много раз желание попросить его: Муса, напиши там запрос там депутатский, это сделать, то сделать. Я не мог этого сделать, потому что если человек сам себе отказывает, естественно, это неэтично было бы его просить. Вот такое отношение у Мусы было к работе, к жизни. Знаете, вот когда проходили съезд депутатов, и он выступал, первое его выступление было вот памятно. Как раз перед этим много проблем, много этого, Муса получил микроинфаркт. И попал в Кремлевскую больницу. Ну, естественно, я, не отходя от него, нахожусь рядом с ним. Ну, врачи, значит, меня вызвали, говорят: напишите расписку, что он никуда не уйдет, и никуда ему выходить нельзя. Забрали вещи все у него. Ну, я говорю: Муса, давай теперь забудем про съезд, забудем про работу депутатскую, будем лечиться. Только одна просьба. Я говорю: какая? Телевизор мне надо в номере. Я говорю: Муса Юсупович, ну не дадут нам телевизор. Вот ты захочешь, сделаешь, сделай телевизор. Ну, сумел я телевизор поставить, поставили телевизор, включаем, идет съезд. И выступил один депутат, значит, по-моему, что-то сказал про ингушей, про нашу ингушскую вот эту пригородную проблему. Муса Юсупович встает и говорит: Хакуна Вали, ты меня отвезешь в дворец съезда. Я говорю: Муса Юсупович, ну нельзя, Муса, ну никак нельзя. Я говорю: ну иди, можешь поговорить с врачом? Я выхожу, ну там доктор наук, профессор, величина такая, пожилой человек. Я подхожу, объясняю ему. Целые 15 минут ему объясняю: так, будет, если не... Он говорит: слышать ничего не хочу, молодой человек, уходите из моих глаз. Вы что, хотите убить его, что ли? Он депутат СССР, я не имею права, это Кремлевская больница. Выставляет меня, я захожу, он говорит: вот как хочешь, меня забери. Если ты меня не заберешь, я здесь умру. То есть он еще и... Принципиально, вот мне надо попасть туда. Ну что мне оставалось делать? Я вышел, подогнал такси, посадил его в машину в больничной форме. Мы приезжаем в гостиницу «Москва». Я еле его, он хотел в этой форме зайти. Я не успею, закроется там. Я его заставил одеться, значит, галстук ему завязал. К сожалению, он очень плохо завязывал его, не умел, и постоянно приходилось помогать. Завязал ему галстук, и он поехал. Дали ему слово. Он выступил эмоционально, конечно, тем более после вот перенесенного инфаркта. Все. С каким вопросом он выступил? Ну, вопрос был о пригородном районе, значит, мы все видели это выступление Мусы Юсуповича, что стоит проблема ингушского народа, реабилитации репрессированных народов. С первого дня его депутатства вопрос реабилитации репрессированных народов у него стоял на первом месте. С первого дня, как мы заехали в гостиницу «Москва», я его в номере всегда видел корейцев, поляков, немцев приволжских, этих балкарцев, то есть все репрессированные народы, которые приезжали с просьбами о реабилитации, они из всех этого депутатского корпуса находили Мусу Юсуповича. И это был, по-моему, единственный депутат СССР, который выслушивал всех.
давал свои номера, записывал.